Ну что, Алексашка, шведов мы отполтавили, турок от Константинополя. Вот только сейчас еще и евреев от Иерусалима. Остановись, Шурик. Давай займемся внутренними делами. Давай придумаем правила дорожного движения. Царь батюшка, ну, у нас дорог-то нет, ну. Ты живешь в России. Дорог нет, а правила все равно будут. Ну, не знаю. На чем по ним ездить-то вообще? На телегах, что ли? Ну, сначала, да. А потом в мире что-нибудь придумают такое комфортабельное, быстроходное, технологичное. Что, и у нас? У нас таки останутся на телегах. Не знаю, не знаю. А кто будет там работать на дороге-то? Мужики все при деле, сеют, пашут. Да и татар поставим. Какая разница, где дань платить? Не знаю, я не знаю. Татары с саблями опасные. Сабли берем. Ну а что, смешно им дать? Да какие-нибудь палки дадим полосатые. Ну, мужики с походца поедут. Вот татары с палками. У-у-у! Хорошо. Да. Они по-русски не понимают, как с ними разговаривать-то вообще? Свистки дадим. Пускай свистки свистят. Не знаю. Ну вообще, ну ты представляешь, нет, ну не знаю, люди на дороге со свистками, с полосатыми палками, это бред вообще, ну дикое зрелище совершенно. В кусты посадим их. И чтобы они из биноклей смотрели на всех из-за кустов-то. И всех останавливали. Кто не остановился, того на кол. А протокол царю. Протокол? Протокол. Так и запишем протокол. Что, пишешь, что ли? Да. Ну, они же в кустах-то не усидят долго. Надо вдоль дороги такие домики поставить маленькие. Ну, чтобы там строго. Чтобы ни баб там, ни пить, ни курить. Вот так, чтобы... Так это пост получается. Получается пост. Пост запишем. Что пишешь опять? Да. Да что ты все подряд-то пишешь? Да, а вот кто на дороге отработал хорошо всю жизнь, его хранить также на дороге поперек. Раз так. И холмик такой. Так. Чтобы все ехали и добрым словом вспоминали лежачего. Запишу. Приветствую тебя, царь-государь. Челом бью. С прошением к тебе. Прости. Хочу на Волге возле Тольятти завод поставить. Ведра будем делать. Добро людям. Это хорошо, ведра. Ой, не знаю, купец. Как бы не прокляли тебя за эти ведра. Да побойся Бога. Мы еще болты начнем делать, так наши ведра с болтами на всю Россию греметь будут. Уж мне поверьте. Ну, допустим, а женщины, если? Чё? Если в это дело женщины вмешаются и сядут вот за это все вот это. Рулить, что будем делать? А вот сейчас пиши. Хлестать плетьми дуру нещадно, пока не поумнеет. Шутка, конечно, дорогие женщины. Вожжами вас надо стягать, вожжами, да покрепче. Понятно. А еще вот что надо придумать. Регистрация. Что такое? Не знаю еще пока. Звучит больно замысловато. Значит, так я это себе вижу. Значит, люди такие идут в сберкассу, оплачивают транспортный налог, сколько у них лошадей, за спецпродукцию, значит, платят. А потом это самое, в обл. ГАИ поднимаются там на второй этаж. Там. День сидят там в очереди 600 человек там. Во второе окошечко, и им говорят в конце дня, вам в районное надо было ехать. Ты что? Что-то прикорнул. А что я говорил-то? Да бред какой-то.
Ну, все равно запиши на всякий случай. Записать, да? Ну, у нас же народ-то суеверный же. Как он будет по дорогам ездить-то? Суеверный народишко. Мы давай в телегах поставим иконки им. Ага. Или пущай по знакам ездят. Свыше, да? Не богохульствуй. Не надо свыше. Давай сбоку. Хорошо. Ну, главный вопрос. Дорога широкая, телег много, путаница начнется. Эти туда, эти сюда. Бах, бах. Что? Действительно. Давай тогда посередине дороги такую полосу выложим сплошную из навоза. У нас этого навоза, у нас на 2 сплошных хватит. Все правильно. Переехал в такую полосу мужик, и вот по колено извозякался, и по делам. Да, да. А наказание какое придумаем? Ты с ума сошел? Зверь, что ли? Какое наказание? И так мужик пострадал. И для того мы с тобой, Александр, правила придумаем, чтобы из-за какой-то вонючей двойной сплошной мужика телеги лишали. Так, Романов кто? Я Романов. Забери свои номеришки. Ты А как? Змеезин, царь вот это. На. Смерть. С царем разговариваешь? Через месяцок зайдешь? Товарищ милиционер, может, давайте сейчас решим. На месте? Через месяцок зайдешь. Давайте сейчас. Ну что, трудно уж. Вот, в общем, так и повелось на Руси. Какой бы ты ни был крутой, а гаишник он круче. Вот так.